В медиаклубе «Арс Мира» сегодня прошла пресс-конференция премьер-министра Беслана Будба, посвященная вопросам формирования нового правительства, его структурным изменениям. Принцип кадровых назначений на конкурсной основе в отношении министров неприемлем, отметил Беслан Будба, отвечая на один из вопросов журналистов. У нас была договоренность с президентом следующее, что правительство, это моя епархия, я в правительстве строю сам эту структуру и сам подыскиваю министров и исполнителей. Но на самом деле президент пошел по другому пути. Я считаю, что он прав, потому что глава исполнительной власти в Абхазии – это президент. Он не замкнул этот вопрос, не отдал мне на откуп или не решил так, что мы вдвоем с ним будем обсуждать этот вопрос, а он этот круг расширил и хочу сказать сразу, что министры, как вы предполагаете, я думаю, что этот вопрос мне будет задан, и вы акцентируете внимание на это, что должен был быть какой-то конкурс, да? Я вам должен сказать, что среди министров не может быть никакого такого конкурса, который вы предполагаете. Это политические фигуры. И никогда не бывает, чтобы среди министров проводился какой-то конкурс. Я не слышал во всяком случае об этом. Это политические фигуры. И мы, новая команда, которая пришла к власти, в расширенном составе, довольно расширенном составе, с привлечением даже тех, кто не входил в наш штаб, мы обсуждали эти вопросы. Обсуждали сначала конструкцию. Не людей, не исполнителей, обсуждали конструкцию. Мы же говорим о том, что политическая власть, политическая конструкция со временем у нас должна измениться. И если мы придем к этому, через 2,5 года по партийным спискам люди придут в парламент, потом оттуда будут назначаться премьер-министр и так далее, конструкция изменится. Но мы сегодня имеем определенный конституционный строй, и по этой системе и выбираются люди. В этой группе один из наших близких друзей говорил: Беслан, сколько ты там написал министерств? 14. Да, он и говорил о том, что это будет хорошим показателем, наши люди обрадуются, наша элита обрадуется, если из 14 сделали мы 7, это будет признаки реформы, что в Швеции всего 7 министерств, а какая огромная страна. Но, друзья мои, в Швеции мы, наверное, 7 министерств, я точно не знаю, но, наверное, Швеция развивается сотни лет, и у них есть возможность что-то, наверное, сократить. А мы в начале пути, в начале становления нашего государства, и у нас огромное количество проблем. Но то, что вы видите, на мой взгляд, и я почему особенно не спорил ни с президентом, ни с нашим коллективом, который выстраивал эту конструкцию, не потому что я бесхребетный, я на все соглашаюсь, потому что это фасадная часть. А у меня в руках, как у премьер-министра, есть другие инструменты. Это создание государственных предприятий, создание фондов, которые будут помогать, будут укреплять эту конструкцию. А конструкция, я еще хочу вам сказать, что это не железобетонная конструкция. Хотя в нашей истории было так, что мы что-то делаем, и это пока следующая власть не сменится, это остается на 5 лет. Нет, это не железобетонная конструкция. И если мы через какое-то время поймем, что конструкция неправильно сложена, есть что-то мешает работе, или не так эффективно работает, или какие-то части этой конструкции не срабатывают, у нас есть возможность по новой это сложить. Насколько было целесообразно включать в структуру Минэкономики Госкомитет по курортам и туризму
штат управления, а также включать в структуру Министерства образования, там, науку, спорт, молодежную политику. Как вы думаете, это целесообразно? Мы сообща пришли к этому. Значит, вот кажется, вот Министерство образования, науки, спорта и молодежной политики, может быть, звучит громоздко, да, но при этом, вы понимаете, вот в самом этом министерстве мы должны сделать так, чтобы людям было удобно работать. Вот есть министр, статус некоторых мы подняли, скажем, спорткомитета, он руководитель департамента, так будет называться отдел в министерстве, который будет называться спортом, он будет замминистром. У него статус повышается. И если он едет за рубеж разговаривать с российскими коллегами, он будет замминистр и директор департамента. Но с другой стороны, понимаете, вот я встречался, это же не просто так мы назначили, я встречался со спортсменами, я встречался с будущим руководителем этого коллектива, их даже это не устраивает. Им не нужен этот статус. Они считают, что когда они были отдельным, даже комитетом, им было интереснее работать, и они лучше себя чувствовали. Может быть, потому я и говорю, может, со временем мы вернемся к этому. Но то, от чего мы исходили? Мы действительно хотели, где это возможно, чтобы не было огромное количество бухгалтеров там и так далее, чтобы упаковать в разные министерства как можно больше направлений. Мы исходили вот из такой целесообразности. Мы должны посмотреть, как это все работает какое-то время. Если бы это работало бы, как это было раньше, хорошо, у нас было бы более эффективное государство и более эффективная экономика. Но, к сожалению, мы не можем похвастаться тем, что вот все, как это было слажено, все это было правильно. Жизнь сама подсказывает. Но мы сделали небольшие реформы, но я заинтересован помочь каждому руководителю направления, чтобы у него все было хорошо, чтобы у него работа шла, а количество министерств или госкомпаний или комитетов, мне кажется, от числа ничего не изменится. Нам известно, что министр здравоохранения написал заявление о отставке. Какова причина? Вы знаете, скажу честно, я с этим человеком познакомился буквально несколько дней тому назад. Вчера вечером вместе с президентом мы разговаривали с этим человеком. И я, знаете, не для красного словца, просто поверьте, не потому что я работаю с этим человеком. Мне понравилось, как повел себя президент вчера. Он не стал его уговаривать. Человек сразу понял, что это не его место, что он не справится. Наоборот, мне кажется, это хорошо. У нас, по-моему, нет таких людей, которые отказываются от карьеры, от места там и так далее. Вот он сказал: я не справлюсь. И мне кажется, президент очень сильно расстроился, и я расстроился. Но, понимаете, если человек честно сказал, что это я не вижу перспективы, я не справлюсь с этим, я наоборот, я считаю, что вот вы все здесь сидите, мы же одним делом занимаемся. Ну что держать человека, если он понял, что он не справится с этой работой? Не оказывалось ли на вас давление при формировании кабинета министров? Никакого давления на меня не оказывалось. Как можно на меня давить? Никто не давил, ни президент, ни коллектив, который был собран для того, чтобы формировать вот эту конструкцию. Но, скажу честно, скажем, вот из всех тех, кто назначен, да, вот скажем, стопроцентная гарантия, стопроцентное не мое назначение. Это назначение, я говорю, конституционно нашего президента и вот того коллектива, который сложился. Но я готов
нет ни одного человека, с кем бы мне было бы неуютно, неинтересно работать. Все люди, достойные люди, это все наши граждане, политически состоявшиеся, это личности. И я готов с каждым работать. Но я человек очень придирчивый. Если у меня с кем-то не сложится работать, я вам об этом скажу. По какому принципу вы формировали команду? Были какие-то предложения по реформам вообще в самих министерствах? Было несколько нюансов. Первый нюанс, я вам должен сказать, больше, чем профессиональная сторона, не обижайтесь на это, сейчас могут некоторые иронизировать и говорить возможно, комментарии. Но я считаю, что моральная сторона, патриотичность, честность человека была в первую очередь рассмотрена. Знаете, мне кажется, это самое важное в наше время, когда государство становится на ноги. И второе, конечно, трудно не согласиться с этим. Мы говорили о профессионализме того или иного человека. Но, знаете, вот из тех, кого мы назвали, практическим министром старых осталось не так много. Мы считали, что должна быть какая-то преемственность, где невозможно было найти нового человека, мы оставили старых работников, Но в первую очередь мы считали это моральные качества и профессионализм. Изменился ли численный состав всей структуры? И, если можно, назовите цифры и суммы на их содержание. По структурам работа только начинается. Вот и здесь есть, можно использовать ваши предложения, наши предложения. Мы, во-первых, написали, почти закончили закон о государственной службе, где рассматривается возможность проведения конкурса уже на этих площадках. Когда есть министерство, там внутри можно и проводить любые конкурсы и так далее. Пока идет в министерствах, в госкомпаниях, в комитетах, везде идет формирование структуры. Значит, я начал со своего кабинета. У нас есть люди, которые работают в структуре кабинета министров. У нас там около 40 человек. Я в прошлый раз, встречаясь с журналистами, говорил, что я работаю в правительстве уже почти 4 месяца. Если я видел человек 5-7 в нашем правительстве, это от силы. И значит, я сейчас смотрю, кого можно сократить. В первую очередь я считаю, что заработная плата, которая платится нашим работникам, она несправедливая, она неправильная. Есть нюансы, наверное, на всю страну, трудно об этом говорить, что идет, как говорится, охраннику мы там пишем несколько человек, а одному охраннику отдаем заработную плату. Мол, практически по-другому невозможно. Я хочу начать с нашей структуры, со структуры правительства. Знаете, кого мы обманываем? Что за лживое государство мы строим? Как я должен выписывать на 3 и одному охраннику дать заработную плату? Мы же с вами честно знаем, сколько люди получают в нашей стране. Да, это проблема, пускай будет это серьезной проблемой. Если водитель у нас получает 20 тысяч, а президент нашей страны и премьер-министр соответственно получают 8,7, значит мы не доработали, значит мы неправильно систему выстроили. Как это так? Как может премьер-министр за 7 тысяч прожить, а президент за 8, а охранник за 20? Или водитель за 20? Давайте с этого начнем. Давайте изменим всю эту систему. Люди получают деньги в конвертах. Почему они должны получать деньги в конвертах? Вы же понимаете, что люди не могут прожить, если они получают меньше 15 тысяч, да? Если у нас люди получают в конвертах, и им сегодня все равно, как они получают в конвертах, а если мы чуть-чуть подправим экономику, если у нас пенсии будут накопительные,
его будущая пенсия будет зависеть от его зарплаты, ни один работник не захочет получать деньги серые в конвертах. Если у нас мы создадим, к чему мы стремимся, нормальную, хоть чуть-чуть нормальную банковскую систему, если человек пойдет в банк получать хотя бы небольшие деньги в кредит, если ему скажут: дорогой мой, как мы тебе можем выдать кредит, если ты получаешь 2000 рублей? О каком кредите идет речь? Он заставит своего работодателя написать правильную зарплату. Давайте мы вот с простых, вот этих, кажется с простых, но это меняет в корне всю нашу систему. Вот вроде бы простые вещи, но нужно с этого начинать. Это кажется мелочи, зарплата, там, налоги, кажется, это приведет к изменениям налогов. Представляете? Ну хорошо, мы скажем, мы согласны вывести из тена заработную плату. Да? Производить люди, которые дают работу, наниматели, да, взвоют. В нашей стране с рубля нужно отдать 32 копейки, чтобы заплатить с заработной платой во все фонды. А скажут, мы не будем платить. 32 копейки с заработной платы ни в одной стране практически нет, я такое не слышал. Это нужно будет уменьшить, значит, это будет реформа налоговая. Без этого невозможно. Первое, в структуру правительства они включили государственную телерадиокомпанию и агентство «Общественный пресс». Чем это связано? Может, какое-то реформирование? А второй вопрос, создана ли пресс-служба и как будет работать сайт Кабинета министров? Будет ли он наполняться соответствующей информацией? Мои коллеги, особенно в администрации президента, не знаю, насколько вы это воспримете правильно, говорят, что мы действительно создали общественное телевидение, не то государственное телевидение, как было раньше, никого не пущать, никто не имеет права говорить и так далее. Но сегодня вы узнаете о руководстве телевидения. Я думаю, что сегодня узнаете. И что касается общественного пресса, я думаю, что там тоже изменится руководитель, а общественный пресс, как был общественный пресс, так и останется. Просто не было пока указа, потому мы не включили. А так ничего не изменилось, все останется в структуре, как и было, никаких изменений там не будет. В нашей стране большая проблема – это найти людей в пресс-службу. Большая проблема. Скажу честно, и вы, по-моему, знаете об этом. Мы формируем свою пресс-службу, Кабинет министров, уже есть люди, и они сидят в этом зале, пока идет процесс знакомства, процесс притирки. И сайт обязательно мы создаем. Я сказал, это мое кредо. Все должно быть открыто, все должно быть прозрачно, и я должен всегда рассказывать о своих шагах. И правительство всегда должно рассказывать то, что собирается делать. И сайт мы пока делаем, как будет выглядеть сама конфигурация вот этого сайта, мы пока формируем, на днях мы вам презентуем этот сайт. Какие кадровые решения в правительстве потребовали наибольшего времени обсуждения и дались наибольшим трудом? Были, в частности, среди них Министерство финансов и экология. И связанный с этим вопрос, можно ли назвать вот тот круг лиц, которые принимали участие в выработке коллективного такого решения и действительно помогли дельными советами, какими-то рекомендациями в решении этих кадровых вопросов. Этот список и подтвердит президент, и подтвердит это работа нашей новой команды. Под этот документ подпишется вся наша новая команда политическая. Что касается, какие сложности были с Министерством финансов и экологии, я вам скажу честно. Значит, что касается бывших руководителей, Владимир Делба и Рома Дбар,
Конечно, это личности, это руководители, которые могли бы остаться работать на этих местах. Дбар просто сам не захотел, упорствовал до последнего, были аргументы, он не захотел сам дальше руководить этим не министерством, госкомитетом, не захотел. Мы нашли нового человека, не менее известного в нашей стране, ученого, и мы надеемся на него, что у него все получится. Существует коллектив, существуют работники, которые помогут новому работнику, новому руководителю. И в этой области очень много у нас работы. А что касается Министерства финансов, пришел очень интересный новый человек. Но я хотел бы сказать два слова о бывшем руководителе Делба. Таких людей страна должна ковать 15, 17, 20 лет. Это хороший, большой, серьезный руководитель. Но есть политические моменты. И никто не может ничего сделать в таких случаях. Но он должен остаться, работать на государство. Это очень талантливый, очень интересный человек. Я его раньше не знал, хотя он часто приходил к нам в парламент, но я его так близко не знал. Пускай кто-то будет на меня обижаться из нашей команды, но я должен сказать, я с ним поработал эти 3-4 месяца. Он очень достойный парень, он очень достойный работник, он очень много пользы принес нашей стране, за него не стыдно нигде. Проводит ли он переговоры в Абхазии, проводит ли он переговоры в Москве, он сильный профессионал, и он будет востребован для нашей страны. Приближается зима, насколько мы готовы к этой зиме, естественно, мы все зависим от электричества, насколько наша энергетика сегодня крепка, хуже, лучше, чем в прошлом году. И еще в условиях эмбарго на ввоз из Европы в Россию продуктов, питания, овощей, фруктов, что мы можем представить России, идет ли речь о расширении экономического взаимодействия. И есть такая информация о том, что группа компаний «Белая дача» планирует создать производство салата в Абхазии. И о том, что сюда приехал уже представитель этой компании, насколько это верно и на какой стадии переговоров? Что касается зимы, перед каждой зимой всегда нас пугают, что эта зима будет самая лютая, самая холодная, самая снежная и так далее. И мы должны серьезно к этому готовиться. А что касается энергетической отрасли в нашей стране, все находится, если не сказать в плачевном состоянии, то в очень напряженном состоянии. Не знаю почему, когда меня назначили премьер-министром, у меня каждый вечер выключается свет. Да. Раньше меньше выключалось. Значит, моя поездка завтра, я говорил, я буду в банках, я буду говорить о инвестициях в нашу страну, но в первую очередь я еду встретиться, решать вопрос энергетики нашей страны. Это российские компании, которые могут работать, сделать мониторинг состояния нашей отрасли. В первую очередь мы должны знать, я сегодня как премьер-министр не знаю, у меня нет полного мониторинга. Иногда чаще бывает так, что для того, чтобы добиться успеха, ты должен знать в первую очередь, от чего отталкиваться, что у нас сегодня происходит. Я разговаривал с руководителем Черноморэнерго много часов, и по его заключению
понимаю, что нам нужно в эту отрасль вкладывать огромные деньги для того, чтобы мы могли развивать свою промышленность, мы могли строить новые гостиницы, мы могли строить новые торговые центры. Не имея электроэнергии, мы сделать ничего не сможем. Несмотря на то, что электроэнергию получаем бесплатно, для нас это ничего не стоит на данном этапе, и это длится уже много лет. Дай Бог, чтобы это сохранилось, но мы не смогли создать эту отрасль так, чтобы мы не переживали завтра за будущее этой отрасли. В первую очередь, потому что за электроэнергию никто не хочет платить. Собираемость 20% платежей. У нас огромные проблемы. Мы должны понять, по какому пути надо идти. Поднимать тарифы. Нет сегодня мониторинга. Вот если я договорюсь с нашими коллегами в России, если это будет недорого, и если люди придут и сделают мониторинг, и мы будем знать состояние наших проводов, наших станций, то мы будем знать, как строить, как выходить из этого положения. Без этого сегодня говорить что-то очень сложно. Очень сложно. Не знаю, когда говорим о руководителях, там и Сергей Васильевич был руководителем Черноморэнерго, и нынешний руководитель, многие его ругают, но многие его и хвалят как работника. Я думаю, что он не останется на этой работе, будет смена там руководства, но все равно мы ничего не добились в этой отрасли. Будет ли проведен аудит деятельности компании Черноморэнерго? Это первое. И будет ли проведен аудит вообще всех других организаций, которые входили в госструктуру? Обязательно. Без этого аудита ничего не сделаем. И зачем нужно было назначать, добрых, честных, открытых людей, если мы не знаем, что делалось до этого и как новые руководители себя поведут. На основании чего мы будем, если показатели не изменятся, и мы не знаем, что до этого там делалось. Я думаю, что ко многим государственным структурам у нас будет много претензий. Что касается, ситуации в России. Ситуация, конечно, уникальная, да? Мы должны воспользоваться этим. Но вы знаете, мы же не готовы внутри страны. Вот скажем, просто сейчас сезон, можно смело говорить об этом. У нас есть в стране мандарины, самые вкусные, самые хорошие в мире. А как их довести до Москвы? И кто довозил до этого до Москвы? Есть хоть одна государственная структура, которая этим занималась? Или есть какая-то кооперация производителей? Ничего у нас нет. Есть ли у нас транспорт для того, чтобы довести этот товар? Есть ли у нас ящики? Есть ли у нас поддоны? Ничего у нас нет. Мы начинаем с самого нуля. И я эту работу начал просто несколько недель тому назад. Мы делаем ящики, мы делаем поддоны, мы говорим с производителями, мы говорим с Москвой. Но понимаете, не только с Москвой, наш товар востребован везде. Сегодня мне звонили из Германии, говорит, пришлите письмо, скажите, что вы можете продавать в Германию, и мы вам поможем. Все, что угодно можно продать, и киви, и мандарины, и хурму. Но мы к этому не готовы, это нужно сделать, и мы этим занимаемся сегодня. Нужно сделать площадки приема этого товара, нужно создать автомобильное хозяйство, нужно создать тару, нужно создать хранилище, нужно
заключить договора не вот час, когда созрело, и у нас в стране нет ни копейки для реализации этого проекта, а если у нас был бы заключен контракт в начале года, люди могли бы сделать предоплату. У нас ничего этого нет. Мы этим сейчас занимаемся. Вот во время предвыборной кампании прошедшей, и вот во время обсуждения общественного договора звучала критика. Какая? В каком плане? Что, значит, образование действующих министров не соответствует занимаемым ими должностям. Какое положение сейчас? И вот вы говорите еще, что созданы пресс-службы, государственные пресс-службы. Те люди, которые пришли туда, они имеют соответствующее журналистское образование и стаж работы в каких-то СМИ? Иногда, может быть, человек по профессии не повар, но готовит очень хорошо. Это творческая работа. Может, у человека нет журналистического образования, но пишет стихи или занимается литературой всю жизнь. И может писать очень хорошие выступления и очень хорошие информационные блоки. Мы только проверяем этих людей. Вашу депутатам парламента стоял вопрос о необходимости принятия закона о статусе столицы, но потом этот вопрос как-то сошел на нет. Вот как вы считаете, это из-за того, что не было какой-то материальной подпитки, и вообще какие перспективы этого? Потому что вот людей очень волнует отсутствие тротуаров и вот постоянные аварии вот в коммуникациях подземных. Даже вокруг нового строящегося стадиона буквально совершенная катастрофа. Хочу вам сказать, законы это для честных людей, как замки. Написание определенного закона ничего не поменяет в столице. Важно, как работает руководитель, мэр столицы, как он слаженно работает со своими коллективами. Значит, я тоже сухумчанин. Я по субботам, воскресеньям, как простой человек, хожу по всем этим улицам, бываю на рынке и вижу, что у нас город просто рассыпается. Я очень надеюсь, что придет новый руководитель, и именно вот я начинал разговор, когда вы спрашивали об этом, что он как патриот, как честный человек, все это увидит и восстановит нашу столицу. Но у меня есть уверенность и в другом плане. Может быть, человек патриот, может хотеть, но возможности может не оказаться. Но в следующем году, в 2015 году, из российской помощи мы большую часть денег выделяем на инфраструктуры, на наши дороги, в том числе и в столице, на водопровод, канализацию и на дороги. Нужно обязательно начать именно с водопровода и с канализации, чтобы 2 раза не вскрывать наши дороги. Там тоже мониторинг необходим. Обязательно. Но мониторинг какой? Здесь все гораздо проще. Понимаете, известно, сколько километров водопровода в городе, известно, сколько канализации. Я уверен, что мы проектную часть сделаем за 2-3 месяца. И начиная с конца января, когда поступят первые деньги, уже можно будет начать эту работу. И в 2015 году, мне кажется, город должен по-другому выглядеть. Яхарак Псо коллективу, Шерпалама коллектив, из Банзара Яхинза Здырва, Харахпан при официалла, Арчарат коллектив, Вахат Питмцадзей, Айхабрар Хатарнак Цуге, Адги Харахах Дмнейди, Далш Хязар, идея Симой, Далшам Хатзар, Здыродаш Митсакдзаква, Айпулара Памятыш Гаряха, Ежуб Шпшадзома. А коллектив и не воюю дрыдыр кралару. Аха уже излаз дырвала администрация президента аус зука ачкунча яха есшны шара
шахи и неевойт и шаца жот. И холод и шаца жот. И шаца жот. Яхя далар хота вовид, шота вовид, анисхо сара аджягдзем схачихо. Виджагоб хихо, пшихо, баха ялар хот сздырдзомаха. Яхя вацут шовит телевидение ахадара касцовую. Я ختنيش بحزوم أوزكي أكيد خبش أوز زوا كالكتير رجع يحرق أرجع يجورجا أي سافر قم يبغازن. ويزا أكشرا قلار يفرخاجزم. И قلار гибзю. Есть ли какие-то подвижки в переговорах по открытию Сухумского аэропорта? Для меня это очень важный проект. Я один из тех, кто хочет, чтобы этот проект состоялся. Мы ведем переговоры с нашими российскими друзьями по формированию комплексного плана 2015 года, и он входит в этот план. Но защитить пока мы не смогли. Не имеем стопроцентного понимания в этом вопросе. Мы с нашими российскими коллегами на прошлой неделе ездили в аэропорт, наш аэропорт, смотрели взлетно-посадочную полосу, прошлись по всем службам, посмотрели все. Я пытался их убедить, что нам аэропорт очень нужен. Я считаю, как экономист, капитализация нашей страны увеличится на 20-30%, если у нас эта инфраструктура заработает. Но, скажу честно, деньги не наши, это российская помощь. Если бы это были мои деньги, я сегодня пошел бы и начал бы эту работу прямо с 8 утра. Ну, я должен защитить эту статью. Пока полной уверенности, что я смогу защитить эту статью, нет. Наши российские коллеги предлагают другие варианты. Давайте мы вам поможем восстановить железную дорогу, пустим скоростные электрички. Я у них спрашиваю, а сколько будет идти скоростная электричка от Сухума до Сочи? Они говорят 3 часа. Я говорю, это не устраивает наших людей. Вы понимаете, мы и так доезжаем туда, огромное количество такси, маршруток, автобусов довозит нас даже быстрее до границы и до аэропорта. Нас не устроит, наших людей это. Все равно ваши электрички будут не нагружены. Но там есть люди, которые лоббируют этот интерес, но я стою горой за наш аэропорт. Я хочу, чтобы эта инфраструктура была восстановлена. Во-первых, я хотел бы, чтобы Восточная Абхазия встала на ноги. Если будет аэропорт, Восточная Абхазия будет развиваться другими темпами. Такой вопрос, который задается, да, всегда. Это статистика, общая статистика. Это по инвентаризации, по кадастру, по зонированию и даже по демографии. У нас в Абхазии большая проблема, да, связанная с статистикой. Не проведя в той или иной области статистику, да, или мониторинг, да, вы начинаете проекты по определенным направлениям. Также в общественном договоре ряд из пунктов Фонд экспертного содействия предлагает, да, провести изначально статистику по определенным работам и после начинать реформировать саму систему. И в дополнение, принимает ли Фонд экспертного содействия АйНАР в данной работе, если такая работа проводится в области статистики? Были предложения статистику включить в Министерство экономики. Мы не пошли по такому пути. Мы оставили статистику отдельно. Значит, мы считаем, что это очень важно. Но это не значит, что мы уверены, что вот статисты, люди, которые работают
нет никаких претензий к ним. Они должны еще лучше работать. Но как экономист я вам хочу сказать, вы абсолютно правы. Без статистических данных, без мониторинга начинать серьезный экономический проект невозможно. Мы должны иметь все данные. И очень много будет работы у этого отдела или компании, чтобы на их основе их данных мы могли бы построить свой проект экономического развития Абхазии. Хочу вам сказать, что я еще хочу сложить такую конструкцию, хочу создать, я это говорю в первый раз, хочу, чтобы у правительства был экономический совет. Мне кажется, эта структура необходима для правительства. Экономический совет, с кем можно было бы договариваться, ну, в смысле, проверять свои идеи, свои мысли, да? Вот экономический совет очень необходим в нашей стране, и один из руководителей этого Айнара, Басария, мы обязательно пригласим в этот экономический совет. Была программа социально-экономического развития, которую готовил Анатолий Оторба. Мне бы хотелось знать, каким-то образом эта программа будет учитываться и вообще очень коротко прокомментировать, может, что-то не устраивает в этой программе, есть какое-то другое видение, потому что я понимаю, что сегодня начинает разрабатываться какая-то другая программа и с привлечением, скорее всего, иностранных специалистов. Нет, никаких иностранных специалистов пока не будет. Все специалисты будут наши экономисты, наши ученые. Значит, что касается Лерика Оторба или других людей, которые писали программы, я тоже писал программу, но мы не можем похвастаться. Вот если была бы готовая программа, понятная, зачем же мы приступали бы к этой работе? Ну, все работали фрагментарно, у всех есть какие-то наработки. И мы эти наработки все должны использовать, когда мы будем писать большую, серьезную программу развития страны. И программа Лерика Оторба, Анатолию Оторба, его предложение Айнар, идеи Беслана Будба или чьи-то другие предложения, они все понадобятся, они должны войти в общую копилку. У меня вопрос паспортов абхазских. Было заявлено о том, что с Нового года будет выдача. Скажите, как идет работа? Вообще сформировали уже какой-то образец, да, вот паспорта, и когда мы его сможем увидеть? Эта работа была поручена мне, когда я был вице-премьером. Я эту работу успешно перепоручил новому вице-премьеру, моему первому помощнику Шамилю Адзенба. Работа, на мой взгляд, затянулась. Работа, ну, на самом деле, непростая. Много идей, много творческих мыслей. Там есть творческий коллектив, художники, дизайнеры. Не так все просто оказалось. Я, к сожалению, понимаю, что мы теперь к Новому году не успеваем. Важно иметь хороший документ. И мы решили, вот всей командой решили, все, кто входил в эту комиссию, решили не спешить, но не подвести наш народ, иметь хороший документ. Можно было бы давно закончить эту работу, если бы мы не ответственно к этому относились. Но эта работа возобновилась, люди поедут на днях в Москву, в Монетный двор, где есть у нас консультанты, и эта работа продолжится. Для нас важно иметь документ не просто к январю, к февралю, а это еще связано с большой политикой. У нас будут местные выборы в феврале. Ну, теперь понятно, что к этим выборам мы не успеем. Но следующие выборы большие будут, парламентские, через 2 года. И мы обязательно должны за год раздать все эти паспорта
не только раздать паспорта, у нас еще много идей там, это связать с чипом, сделать электронную версию и так далее. Мы хотим все это успеть до парламентских выборов. За год до парламентских выборов, чтобы у ЦИКа была возможность правильно, досконально сформировать списки. Речь зашла об этом пресловутом договоре, и который является самой большой темой сегодня обсуждения в обществе. Ваше мнение о существующем проекте и что и как в нем нужно изменить, чтобы он стал приемлемым для государства и общества нашего? Честно вам скажу, что, наверное, не хватает политического цинизма или, может, я пока как вот толстокожий политик не состоялся, но я этот договор читал просто как простой абхазец. И читал эмоционально. И я отложил этот договор, чтобы чуть-чуть успокоиться. Но вчера была встреча президента и Координационного совета. Мне кажется, наш президент, как политический деятель, получил 5 с плюсом, что он сделал вот именно вот такой поступок, что он получил документ и обнародовал. Это очень важно. Что он мог бы положить это под сукном, на себя взять ответственность, на себя взять вот этот груз ответственности и, может быть, подписать, не подписать, говорить и так далее. То, что он сделал такой поступок, это очень хорошо. Второе. Если мы говорим, что мы хотим объединить наше общество, не разделять наше общество, если мы считаем, что это общая проблема, давайте дружно обсуждать этот документ и дружно вырабатывать, может быть, новый вариант, может быть, изменение этих пунктов. Для меня это очень важно, что это будет совместная работа. Должна быть совместная работа. Если президент сделал первый шаг вот такой, и сделает второй шаг, сможет создать вот такую площадку, где мы будем совместно обсуждать этот документ, я думаю, что мы придем к успеху. И третье. В этом документе много экономических нюансов. Если мы вот договорились, вице-премьеры и все заинтересованные работники правительства, мы должны дать свои рекомендации, профессиональные рекомендации, что касается экономических вопросов этого документа. Многие в нашей стране готовы поголодать, готовы затянуть пояса, но не сдавать наш суверенитет, не сдавать нашу независимость. Я думаю, что наши коллеги, наши братья, россияне, очень хорошо это понимают. Они же сами сейчас находятся в такой же сложной ситуации по отношению к Западу. Понимаете? И популярность Путина возросла, потому что россияне готовы голодать, готовы терпеть, но думают о своей государственности. Здесь у нас нет никаких таких опасений, но когда мы читали этот документ, может быть, сама подача, сама упаковка неправильная. И мы должны все вместе работать над этим документом.